Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. Предлагаю вам карту дня на 29 февраля 2020 года. На такой удивительный день, который бывает раз в 4 года. Посмотрим, что же такого особенного будет происходить. Сегодня основная карта дня – клевер. Карта говорит о том, что будет удача сопутствовать во всем. Давайте сразу посмотрим для знаков других. Это овны, это тельцы, это близнецы, раки, львы и девы. Итак, карта клевер, как основная карта дня, говорит о том, что будет нам во всем вести. Будут открываться какие-то новые возможности. Даже если мы уже вообще разочаровались в чем-то или в ком-то, вот сегодня для нас это может открыться совершенно с новой стороны. Какие-то новые возможности, новые надежды появятся. Также, если у нас были какие-то важные дела, сегодня могут положительные какие-то результаты прийти по ним. Если ситуация непредвиденная, если что-то происходит совершенно неожиданно, и мы не знаем, как реагировать, лучше всего отпустить ситуацию, чтобы жизнь сама все расставила по местам. В любом случае, это день, когда все происходит к нашему удовольствию, удовлетворению, к нашему счастью. В общем, карта хороших моментов, карта подарков, неожиданностей очень приятных. В общем, действительно, день очень замечательный. И абсолютно любая карта, которая будет относиться к знаку зодиака, она тоже будет окрашиваться вот этим положительным моментом. Итак, для овнов. У нас выпадает карта медведь, то есть вести овнам будет именно с деньгами, большими деньгами, будет вести в плане коммуникации с какими-то вышестоящими людьми, чиновники, люди, которые работают в государственных структурах, в судах и так далее. Также карта связана со здоровьем, когда у нас отличное здоровье, если мы болели, мы выздоравливаем. Карта связана с тем, чтобы мы могли регулировать свое здоровье, да, то есть все улучшаем. Для тельцов выпадает карта облака. Карта говорит о том, что, скорее всего, в последнее время или в этот день были какие-то сложные ситуации, что-то было непонятно, либо не продвигались какие-то дела, либо в отношениях были сложности. Так вот, можно здесь просто не спешить и дать ситуации самой собой пройти, вот обернуться к лучшему, да. В общем, лучше здесь никаких действий не предпринимать, все очень быстро закончится. У нас облака – это карта, которая быстро проходящая, любые сложности, любые туманности и неопределенности, они заканчиваются к лучшему по карте дня. Для близнецов выпадает карта трансформации, и будут действительно очень важные перемены в судьбе. Опять же, у нас приходит, скорее всего, либо большая сумма денег, либо мы выплачиваем долги, либо приходит в нашу жизнь человек, который меняет нашу судьбу. Здесь может быть страсть, здесь может быть очень такое сильное влечение. Также карта связана с кармой, да, то есть может быть какой-то был очень сложный период в жизни, и он заканчивается. Для раков выпадает карта плеть. Карта говорит о том, что могут быть ситуации неожиданные, которые выбивают из колеи. Могут быть какие-то сложные, может быть, манипуляции даже вот за вашей спиной. В любом случае все заканчивается к вашему благу. Карта говорит о том, что если будут какие-то ссоры, будут какие-то скандалы сегодня, то лучше всего избегать их, да, лучше в них не вступать. Также карта говорит о том, что могут быть зависимости какие-то, зависимости в плане привычек плохих, да, которые у нас каждый день проявляются, либо зависимость от партнера в каком-то вопросе. В общем, карта говорит о том, что нужно стараться сегодня вот всю вот эту энергию, которая может портить нашу жизнь, пускать в работу, в деятельность, в зарабатывание денег, в обучение. И тогда этот день пройдет самым лучшим образом, и все обернется на благо.
Для львов выпадает карта «Гора». Очень хорошая возможность для того, чтобы достигать того, чего мы хотим. То есть долгое время мы к чему-то шли, есть возможность получить результат. Кроме того, мы можем получить признание, уважение. Также защита может быть со стороны влиятельных людей, поддержка. Если даже вот сегодня какая-то ситуация застыла, да, долго не разрешается, то знаете, что как бы внутри ситуации все равно процесс идет, то есть обязательно будет улучшение. Также карта говорит о том, что, возможно, есть какие-то непреодолимые препятствия, и тогда их лучше ну, как бы обойти, да, то есть не идти напролом, напрямик, лучше добиться своей цели какими-то другими путями и средствами, может быть, с помощью других людей. Девы. Выпадает карта «Корабль», карта перемен, когда мы уже получаем первые результаты и готовы двигаться дальше, когда мы готовы развиваться. Очень удачный день для получения денег, для удачи в продажах. Также карта связана с какими-то как бы переменами в образе жизни. Может быть, будет меняться круг знакомых. Те люди, с которыми мы общаемся, допустим, уходят, да, новые приходят на их место. Может быть, путешествия, могут быть какие-то новые начинания в делах и так далее. Давайте посмотрим, что ждет остальных знаков зодиака или знаков по асценденту. Можем смотреть и тех, и тех. Так, это у нас Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Итак, для Весов выпадает карта Сад. В общем, если вы занимаетесь какими-то общими делами, коллективными, очень удачный день. Очень удачный день для того, чтобы проявить себя, для того, чтобы показать все свои самые лучшие стороны и быть оцененным. То есть, если нужно решить какой-то вопрос, нужно обращаться к людям. Чем больше людей участвует в решении вашего вопроса, тем лучше. Кроме того, эта карта может говорить о том, что могут быть какие-то вечеринки, когда мы собираемся со своими друзьями, с людьми, с которыми у нас общие интересы. Также карта многочисленных знакомств, когда мы можем там выступать перед большой аудиторией. И карта говорит о том, что мы даже можем устать от этого, да, то есть нужно беречь свои силы. Для скорпионов выпадает карта Письмо. Карта говорит о том, что повезет в общении, повезет с получением той информации, которая была долгое время недоступна. Могут открываться какие-то тайны, могут приходить, наконец, известия от тех людей, от которых мы давно их не получали и долго ждали, какая-то ситуация проясняется самым вот лучшим для нас образом. Может быть, мы получаем какие-то счета, какие-то почтовые, может быть, отправления, письма, да, и вот везде мы находим что-то приятное для себя, какое-то удивление, какой-то подарок для нас, вот именно с помощью информации приходит в жизнь. Кроме того, по этой карте могут быть какие-то доверенности, работа с документами, с завещаниями, все это будет тоже как бы на благо. Также карта, когда мы получаем дипломы хорошие, получаем там оценки, допустим, зачетку, карта, когда мы получаем какие-то дипломы, то есть учитываются наши способности и информация об этом становится общеизвестной. Для стрельцов выпадает карта Всадник. Карта связана с новым совсем, да, то есть какие-то новые события, люди, новая информация, она будет способствовать нашему продвижению вперед. Также карта перемен. Может быть, действительно день очень решительных перемен к лучшему, и все это связано с общением, с поездками, с получением там новых знаний, обучением и так далее. То есть информация, общение выходит на первый план. Ну и, конечно же, вопросы, связанные с транспортом. Если есть необходимость сменить транспорт, новый купить, продать, отремонтировать, все это очень удачно. Для козерогов выпадает карта Книга. Скорее всего, будет что-то новое понято в этот день.
Карта говорит о том, что могут быть какие-то совершенно неожиданные открытия для нас. Это может касаться и нашего ближнего окружения, и семьи, и даже каких-то там научных исследований, да, кто к этому имеет отношение. Кроме того, для козерогов очень важно будет сегодня как-то, может быть, скрыть какую-то информацию о себе, да, то есть нужно знать, в какое время и кому мы сообщаем о себе какие-то важные сведения. Также карта связана с образованием, обучением, опытом, да, когда мы получаем глубокий опыт в профессии или оттачиваем профессиональные навыки. Карта связана с письмами, анализом ситуации какой-то, да, и часто очень с сюрпризами с какими-то связано. Для водолеев выпадает карта дерева. День обещает быть очень энергичным, будете чувствовать себя сильными, здоровыми, будет много энергии на все, да, то есть карта связана также с семьей, с домом, и, кстати, могут происходить какие-то очень важные кармические события по судьбе, да, когда мы действительно продвигаемся к каким-то своим планам, целям, особенно это будет касаться отношений, недвижимости, в общем, все, что связано с нашим домом, близкими людьми, семьей, с родом. Вот здесь может быть очень какие-то хорошие события, которые будут нас заставлять почувствовать важность этой темы, либо мы будем решать вопросы там родителей, детей, покупки недвижимости и так далее, может быть, переезда там на родину, смены родины и так далее. Опять же, у нас здесь Юпитер, он удачу нам обеспечивает во всем. Для рыб выпадает карта птицы. Будет в этот день очень много общения, звонков телефонных, встреч, знакомств. Карта, которая говорит о том, что очень удачны могут быть переговоры, может быть свидание, может быть контакты с новыми людьми или просто с близкими людьми, которые давно не виделись. Карта выхода на новый уровень. Кстати, эта карта связана часто с распродажами. Если у вас есть такая необходимость, можно сегодня что-то купить по гораздо более низкой цене. Друзья, желаю вам прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!